Меня зовут Абдул-Фади, и вот как я узнал правду. Я рос как мусульманин и никогда не думал об Иисусе как о чем-то особенном. Я имею в виду, несмотря на то, что в Коране говорится о нем, но я оглядываюсь назад и вижу, что, Коран называет его Словом Божьим, он называет его Духом Божьим, его непорочное зачатие, он даже создавал из грязи или глины фигурки птиц и вдыхал в них жизнь, но все же я считал, что он просто пророк, ничего особенного. У всех пророков свои чудеса, и это чудо просто случилось с ним. Но Мухаммед был особенным. Он последний посланник Бога, печать пророков с последним посланием, Кораном. И ислам — это религия, которую он принес человечеству, окончательная религия. Итак, вы погружаетесь в эту окончательность и не уделяете особого внимания Иисусу. Я приехал в США в первый раз, и Бог вел меня везде. И это, если хотите, было действительно Божие провидение. Я не подозревал, что многие из организаций на самом деле являются христианскими служениями, и в итоге я нашел одно из них, которое называется «Международные друзья». Их любовь, их страсть в служении Богу и, конечно же, мне. То, как они приняли меня, как они находили время, чтобы вводить меня по разным местам. За время этих отношений я был приглашен на обед в честь Дня Благодарения в их дом. Познакомился с их родителями, их соседями, их друзьями по церкви. И я видел, что во всех них было что-то особенное. Они не были похожи ни на типичных американцев, ни на типичных христиан. Потом они начали расспрашивать меня о моей вере и рассказали о своем пути ко Христу. Некоторые вещи были непонятны, но я увидел, что в их жизни произошли некоторые изменения, которые заставили их выглядеть по-другому. И, честно говоря, я не знал, что с этим делать, но семя было посеяно. Мне потребовалось около 12 лет, чтобы узнать больше о Христе через рожденных свыше верующих. И в конце концов я обнаружил, что у меня действительно нет прочного фундамента, на который я мог бы опереться. Я не мог опровергнуть многие из их аргументов или даже вопросов. И вот, наконец, в мае 2001 года я согласился впервые сходить в церковь. Когда случился теракт 11 сентября, я был обеспокоен тем, что произошло. Я знал, почему угонщики сделали то, что они сделали. В какой-то момент, еще в 70-е, я тоже хотел стать джихадистом, отправиться в Афганистан, сражаться и умереть мученической смертью, потому что только так можно быть уверенным в своем спасении в исламе. В остальном же вы должны полагаться на свои дела, и никто не знает, что может произойти. В те выходные я боялся идти в церковь, но мои друзья убедили меня, что лучше будет все-таки пойти. Я пошел и услышал отрывок из Нагорной проповеди, где Иисус говорит: «Любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует вас». И я вспомнил о своих собственных отношениях с первой семьей и другими семьями. И теперь я могу сказать, почему они были такими добрыми, нежными, любящими, потому что это был тот пример, к которому они следовали. Пару месяцев спустя, в ноябре 2001 года, я принял Христа как Господа и Спасителя.